إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أيها المؤمنون عباد الله, о верующие рабы Аллаха, наступающее воскресенье, послезавтра, это день Арафа. День Арафа. Знаешь ли ты, что такое день Арафа? День Арафа – это день самого великого и самого благодатного собрания. Тот день, когда собираются все паломники 9 числа месяца Зуль-Хиджа на земле Арафата, и все они устремляются к Всевышнему Аллаху со словами тальби, с молитвами, с горячими просьбами, просят Всевышнего Аллаха от Его щедрот. Это самое великое собрание в исламе, самое великое собрание мусульман. В этот день, в день Арафата, великий день, великий Аллах приближается к своим рабам. К этим людям, которые собрались здесь, на Арафате, придя сюда со своими грехами, придя сюда со всеми своими ошибками, а Всевышний приближается к ним и гордится ими перед своими ангелами. Посмотрите на обширность милости Аллаха. Они, пришедшие со всеми своими грехами, совершенными за жизнь. А Он приближается к ним и гордится ими. И сообщил нам об этом тот, который не говорит по пристрастию. Тот, который не говорит по своей прихоти, а слова Его – это откровение, вахи, которое Он получал от Всевышнего Аллаха. Он сказал: «Ма мин яумин аксара мина ю'тик Аллаху фихи абдан минан нар мин яуми Арафа». Нет такого дня, в который Аллах так бы много освобождал раба от адского огня, как день Арафа. «Ва иннаху ла ядну сумма юбахи бихимуль малаика фаякулу маза арада хаула». И поистине Он, Всевышний, приближается, а затем гордится ими перед ангелами своими и говорит затем, что хотят эти люди. Дарует Аллах Субхану ва Тааля им то, о чем они просят. Фудайль ибн Ияд, этот великий имам, он посмотрел на людей в день Арафата, на этих плачущих людей, на их мольбы, на их плач. И он сказал окружающим людям, он сказал: как вы думаете, если вот эти все люди пойдут к какому-то одному человеку все вместе и попросят его дать им на всех, один грошик только. Один грошик. Откажет ли он им? Люди сказали: конечно же, не откажет. Тогда сказал Фудайль: а для Аллаха даровать им магфира, прощение, проще, чем тому человеку дать им один грошик. Аллаху Акбар. Это день Арафа, когда люди должны устремиться всем сердцем со своими просьбами к Аллаху Субхану ва Тааля и больше не делить свое сердце. Не делить свое сердце между Аллахом и кем-то и чем-то. Устремись только к Нему. Поэтому Салим ибн Абдилля, ибн Умар ибн Хаттаб, Салим, сын Абдуллаха, сына Умара ибн Хаттаба, он увидел человека в день Арафата, который ходил и просил людей милостыню, как это сейчас часто бывает. И он сказал ему: «Я аджиза, о несчастный, о бессильный, фи хазаль яум тас'алу гайра Аллахи та'аля». В этот день ты просишь кого-то, кроме Аллаха. О рабы Аллаха, день Арафата – это тот день, который призван напомнить мусульманам, напомнить всем нам о великом собрании в судный день. О Яумуль Хашр, о дне великого сбора. Потому что все эти люди, пришедшие на Арафат, они скинули с себя блеск и лоск земной жизни.
сбросили с себя украшения земные и облачились в две белые одежды, как два куска савана, как будто бы они только сейчас подняты из могил. Как будто сейчас они только подняты из могил для встречи с Господом миров, и взоры их устремлены к небу. А голоса их, они превратились в сплошной поток, в гул мольбы и плача. Они плачут, они взывают к Аллаху с тем отличием, что пока еще здесь, в этот день, в день Арафата, еще можно просить, еще можно молить, еще можно каяться. И будет ответ, и будет прощение, и будет милость. А там, в тот день, в день Великого Сбора, книга с деяниями, со всем, что в ней есть, со всем ее содержимым, книга уже будет захлопнута. Так как же не использовать сейчас этот день, прежде чем захлопнется твоя книга со всем ее содержимым? Да, о рабы Аллаха! Да, о рабы Аллаха! Вот это великое собрание в день Арафата напоминает верующему о величайшем сборе в судный день, когда встретятся вместе творения, которые когда-либо населяли эту планету. В этот день встретятся все творения, когда-либо населявшие Землю, в ожидании суда над ними и суда между ними, чтобы затем отправились люди и духи, люди и джинны к месту своего, к назначенному им месту пребывания, к вечному наслаждению или к мучительному наказанию. Всевышний Аллах, Он соберет рабов к этому дню. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Ла яджма'аннакум иля яумил киямати ла райба фи». Он, Аллах, непременно соберет вас ко дню воскресения, в котором нет никакого сомнения. И говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Залика яумун маджму'у лахун нас, ва залика яумун машхуд». Это тот день, когда будут собраны все люди, и тот день, когда будут присутствовать все. Когда будут присутствовать все, субханаллах. Задумайтесь, о рабы Аллаха, присутствовать будут все, нет разницы, нет исключения. Все поколения, от первых до последних, все поколения будут собраны, никто не пропустит этот день. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Куль инналь ауалина вал ахирин ламаджмуна иля микати яумин ма'лум». Скажи, поистине первые и последние поколения будут собраны ко сроку этого дня известного. Никто не пропустит этот день. Никто не сможет избежать этого дня. Не будет отсутствующих, не будет неучтенных, не будет забытых. Какой бы смертью ни умер человек, какой бы смертью он ни умер, и где бы он ни умер, умер ли он в воздухе, или умер он где-то глубоко в недрах земли, или съел его зверь, или он сгорел, или он утонул в глубинах океана, каждый будет собран, каждый будет приведен Аллахом Субхану ва Тааля. Говорит Всевышний: «Вахашарнахум фалам нугадир минхум ахада». И мы соберем их, и не упустим из них никого. И говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Айнама такуну яти бикумуллах, инна Аллах ля кулли яти бикумуллаху джамиа, инна Аллах ля кулли шейин кадир». Где бы вы ни были, приведет вас Аллах всех. Поистине Аллах всемогущий. И говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Ин куллю ман фис самавати валь арди илля ати ар-рахмани абда, лакад ахсахум ва аддахум адда, ва куллюхум атихи яумал киямати фарда». Поистине каждый, кто есть на небесах и на земле, явится к всемилостивому Аллаху не иначе, как раб. Все они у него на учете, и всех он сосчитал счетом. И каждый явится к нему в день воскресения в одиночестве. И люди в тот день, о рабы Аллаха, будут собраны на земле, но это уже будет не та земля, известная нам с вами. Это будет земля, которая поменяет свой облик, замененная земля. Говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Яума тубаддалу л-арду бигайри л-арди вас-самават, ва баразу лиллахи л-вахид л-каххар». В тот день, когда земля будет заменена иной землей, и небеса, и предстанут они перед Аллахом, единственным, всепобеждающим.
И пророк, алейхиссалату вассалям, он разъяснил нам с вами, каким будет облик земли в тот день. Сказал он: «Юхшару нас яум аль-киямати аля ардин байдаа афра, ка курсатин наки, лейса фиха алямун ли ахад». Будут собраны люди в судный день на земле белой, с красным оттенком, которая будет подобна лепешке из чистой муки. И не будет на ней ни для кого никаких ориентиров. Вот это облик земли в тот день. Земля, которая сегодня шарообразна, земля, которая имеет определенную форму, она станет плоской. Говорит пророк, алейхиссалату вассалям, как диск, как лепешка. Из белой чистой муки она будет белая, с красным оттенком. И не будет на ней ни гор, ни скал, ни впадин, ни возвышенностей, никаких ориентиров ни для кого, ни зданий, ни деревьев. Абсолютно плоская земля. О, рабы Аллаха! И люди в тот день будут собраны босыми, не будет на них обуви. Обнаженными, не будет на них одежды. Гурлян, необрезанными, бухман, не будет у них ничего из того, чем они владели на земле. Сказал пророк, алейхиссалату вассалям: «Иннакум махшуруна хуфатан уратан гурля». Поистине вы будете собраны в судный день босыми, нагими, необрезанными. А потом прочел аят: «Кама бадана ауаля халкин нуиду, ва'дан алейна, инна кунна фа'илин». Как мы начали творение, создав его впервые, так же воссоздадим его. И это обещание наше. И поистине мы, Аллах, вершим. В обоих сахихах приводится сообщение от Аиши, рады Аллаху та'аля. Она, когда услышала слова пророка, алейхиссалату вассалям, о том, что люди в судный день будут собраны такими, то есть босыми, обнаженными, необрезанными, она сказала: «Я Расуль Аллах, ан-ниса вар-риджаль, джами'ан янзуру ба'дум иля ба'д». О посланник Аллаха, как это? Аиша целомудренная, застенчивая Аиша, она говорит: о посланник Аллаха, как это? Мужчины и женщины все вместе будут смотреть друг на друга. А он сказал: я Аиша, таль амру ашадду мин янзура ба'дум иля ба'д. О Аиша, положение будет страшнее того, чтобы они смотрели друг на друга. О рабы Аллаха, кто из вас знает аравийскую жару, тот поймет. Аравийская жара, беспощадная, аравийский зной, когда ищет человек, ищет паломник там на Арафате зонтик, или ищет палатку, или ищет машину, или какое-то деревце, чтобы укрыться там от зноя. Но яумуль хашр, в день собрания, не будет тени. Не будет тени, в которой может укрыться кто-то, кроме той тени, которую дарует Аллах субхану ва тааля обладателям веры. А в тот день, о рабы Аллаха, если вы знаете аравийскую жару, может быть, вы хоть немного поймете то, о чем говорится здесь. В тот день, в день суда, солнце приблизится к людям на расстоянии 1 мили. Оно будет над их головами на расстоянии 1 мили. И не будет никакой тени. Не будет никакой тени, кроме тени престола Всевышнего, который укроет Аллах своих праведных рабов. И будут люди вот тогда. Из них те, которые будут укрыты этой тенью, и будут те, которые останутся изнывать под этим беспощадным, расплавляющим солнцем. И какая это печаль, и какой это ужас, и какая это тревога. Все эти бесчисленные массы народов и общин, которые будут теснить, толкать и давить друг друга, когда сплетаются голени, когда смешиваются стопы, когда жар солнца усиливается жаром дыханий, жаром тел, которые прижаты друг к другу. И потечет пот. Потечет с людей пот на землю, а затем он начнет подниматься к их стопам, а затем все выше и выше. И будет достигать этот пот таких мест, в зависимости от положения человека у Всевышнего Аллаха, его степени у Аллаха. И будет такие, чей пот достигнет
колени его, и такие, чей пот достигнет поясницы, и такие, чей пот достигнет его плечей, и такие, чей пот достигнет его рта и обуздает его, как уздечка. Говорит пророк, алейхиссалату вассалам: «Я'раку нас яум аль-кияма, хатта яззаба аракум фил арди саб'ина зира'a, ва юлджимхум хатта яблуга азанахум». В тот день, в судный день, люди будут потеть так, что пот их просочится в землю на 70 локтей и обуздает их так, что достигнет их ушей. И говорит в другом хадисе, саллаллаху алейхи вассалям, будет приближено солнце в судный день к людям, так что будет от них на расстоянии 1 мили. И люди будут в зависимости от их деяния в своем поту, будут такие, чей пот будет достигать их лодыжек, и такие, чей пот будет достигать колен, и такие, чей пот будет достигать поясницы, и таких, чей пот будет обуздывать их, то есть как узда, и пророк, алейхиссалату вассалам, показал на свой род. О рабы Аллаха, а сколько будет длиться это великое предстояние? Чтобы понять, сколько оно будет длиться. Для этого надо знать, сколько вообще длится судный день. А судный день длится 50 тысяч земных лет. Вот такой вот срок судного дня. Об этом сказал Всевышний Аллах в Коране. Об этом сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он сказал, если есть у человека золото и серебро, а он не выплачивает с них закат, то, что он должен выплачивать, то в судный день они превратятся в пластины из огня и будут их разогревать, эти пластины, над адским огнем, потом прижигать этими пластинами его лоб и бока и спину. А когда они будут остывать, эти пластины, их будут снова разогревать в адском огне и возобновлять наказание. И будет это длиться, говорит пророк, алейхиссалату вассалам, фи яумин кана михдару хамсина альфа сана. Будет это длиться, тот день, величина которого 50 тысяч лет, пока не закончится суд между рабами. И увидит тогда этот человек свой путь либо в рай, либо в ад. О рабы Аллаха, поздравления людям веры, поздравления праведникам. Всевышний Аллах облегчит для них этот день. Это стояние в судный день. Передано в Аль-Мустадрак от Абу Хурейры, что сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Яум аль-киямати аля-аль-му'мин ка кадри ма бейна аль-зухри валь-аср». Судный день для верующего, как промежуток между намазом зухр и аср, полуденным и предвечерним намазом. Достоверный хадис. И Аллах субхану ва тааля укроет верующих рабов в своей тени, в тени своего престола, в тот день, когда не будет иной тени, кроме его тени. И услышьте, что в тот день воззовет Всевышний Аллах к людям там, на площадях судного дня, и скажет: «Эйна аль-мутахаббуна би-джалали, аль-яуму зиллухум би-зилли, яума ла зилля илля зилли». Где те, которые возлюбили друг друга ради величия моего? Сегодня укрою их тенью своей, в сей день, когда нет иной тени, кроме моей тени. Пусть Аллах субхану ва тааля сделает нас из тех, кто возлюбил друг друга, возлюбили друг друга ради Него и ради Его величия. Так почему же сейчас не стараться, чтобы в тот день, когда люди будут страдать и изнывать, ты находился в благодатной тени престола Аллаха субхану ва тааля? Почему ты не делаешь те деяния, благодаря которым удостаивается человек того, чтобы войти в 7 категорий людей, которые будут укрыты тенью в тот день, когда не будет иной тени, а это справедливый правитель. Это юноша, молодой человек, который вырос в поклонении Аллаху субхану ва тааля. Это человек, чье сердце было привязано к мечети. Это 2 человека, которые возлюбили друг друга ради Аллаха, и на этом они сошлись, и на этом они расстались. И это человек, которого позвала красивая, знатная, красивая женщина, чтобы совершить прелюбодеяние, а он ей сказал: «Я боюсь Аллаха». И это человек, который дает садаку и скрывает садаку, милостыню свою, так что левая рука не знает, что дала правая его рука. И это человек, который помянул Аллаха, когда не было никого с ним рядом, и его глаза наполнились слезами. И в этот день, у рабы Аллаха,
тяжкий день. Люди устремятся к пророкам. Они устремятся к пророкам, чтобы попросить их, чтобы они обратились к Аллаху с шафаа, с ходатайством, чтобы начал уже Аллах Субхану ва Тааля суд над творениями, чтобы закончилось это мучительное стояние. И пойдут ко всем пророкам, и все они будут отказываться, пока они не подойдут к Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. И он скажет: «Ана ляха, я для этого». И отправится он и пойдет ниц перед престолом Всевышнего Аллаха. И внушит ему Всевышний Аллах такие слова восхваления его, которые не были открыты до этого никому. И скажет тогда Всевышний Аллах ему, Мухаммаду: «Ирфа расак васаль ту'та вашфа тушаффа». Подними свою голову и проси, и будет дано тебе. И ходатайствуй, и будет принято твое ходатайство. И Аллах Субхану ва Тааля после этого начнет суд над творениями. Явится Всевышний Аллах сам, самолично, Создатель небес и земли. Явится, как подобает Его величию в тот день, для суда над нами. И сказано об этом в Коране: «Ваджаа раббука валь маляку саффа саффа». И явится Господь твой, и ангелы явятся ряд за рядом. «Ваджиа яума изим би джаханнам». И приведут в тот день гиену огненную. «Яума изим ятазаккару линсану ва анна лаху зикра». В тот день вспомнит человек, но уже бесполезно это воспоминание. «Якулу я лейтани каддамту ли хаяти». Скажет он: «О, если бы я уготовил деяния благие для этой моей вечной жизни». Приведут гиену, о рабы Аллаха, ад, джаханнам приведут в тот день. Говорит об этом пророк, алейхиссалату вассалам: «Ю'та би джаханнама яума изин, лаха саб'уна альфа зимам». «Ма кулли зимам, саб'уна альфа малак яджуррунаха». Приведут гиену в тот день, и будет у нее 70 тысяч узд, и за каждую узду будут держать ее 70 тысяч ангелов и будут влачить ее, эту неистовую гиену. Просим Аллах Субхану ва Тааля, чтобы Он спас нас с вами от адского огня. Пусть Аллах Субхану ва Тааля защитит наши шеи от адского огня. Пусть Он одарит нас милостью Своею. Мусульманин, думай. Думай, мусульманин, о том, что ты сейчас услышал из описания судного дня. И готовь багаж праведных деяний и богобоязненности, потому что это самый лучший багаж. И Всевышний Аллах, рассказав нам о хаджи в суре Аль-Бакара, заканчивает аяты хаджа словами: «Ваттакуллах, ва'ламу аннакум илейхи тухшарун». И бойтесь Аллаха, и знайте, что вы будете к Нему собраны. Акулу хазаль кауль, вастагфируллах ли ва лакум.